Спасибо. Скажем так, я социолог, кандидат политических наук и преподаватель Светского университета. И как бы специальных религиозных знаний, как говорится, можно сказать, я в образовательных учреждениях не получал. Вот, ну, знаю что-то, постарался знать в силу, конечно, моего интереса, а также от, скажем так, людей, которые являлись достаточно авторитетными для меня в этой сфере. Это мой дядя, доктор, профессор Саид Хайбулаевич Камилев из Москвы, и, значит, и мой братишка, который учился на факультете, значит, сначала ФИКа, потом арабского языка в университете Аль-Бейт в Иордании. Вот, поэтому, как говорится, все равно хочу сказать, что мои знания в этой области могут быть достаточно ограничены, поэтому если, конечно, где-то я могу ошибаться, то есть вы можете меня простить, во-первых, да, и поправить. Буду вам благодарен. Какие наблюдения, в общем-то, мои, наверное, хочу поделиться некоторыми своими наблюдениями о том, что я, о том предмете, который я сейчас, о котором хочу рассказать. То есть, чем отличается ислам и, скажем так, каковы характерные, то есть, чем отличается ислам и псевдоислам, то есть, что мы можем называть псевдоисламом и каково его влияние в современном мире. По поводу того, что, к сожалению, мы можем, да, безусловно, мы можем констатировать, на мой взгляд, то, что сегодня в российском и европейском обществе часто люди формируют свое представление об исламе, то есть не мусульмане формируют свое представление об исламе, соответственно, не на основе личных встреч, допустим, с мусульманами или углубленного, или вообще изучения, скажем так, первоисточников, Корана, в том числе хадисов, или каких-то иных мусульманских источников, а прежде всего на основе сообщений СМИ, средств массовой информации и часто, скажем так, недобросовестных людей, которые называют себя исследователями и как-то так или иначе, скажем так, чаще всего негативно отзываются о религии в целом, ну или в частности об исламе, скажем так. Следовательно, отсюда формируется такой вот, как говорится, участие немусульманского населения, ну, скажем, незнакомых с исламом, негативное представление. Конечно, безусловно, я считаю, что это досадно прежде всего как для этих людей, так и, безусловно, для мусульман, поскольку фактически получается эти два общества, то есть два сегмента общества, существуют независимо в разной информационной среде и, в общем-то, я бы сказал, многое для себя недополучают. То есть недополучают как, я считаю, мусульмане, так и не мусульмане. То есть, конечно, разрушение вот этих вот стереотипов, безусловно, способствует, было бы на пользу всем, скажем так, людям. И в том числе, конечно, здесь, безусловно, необходимо, конечно, это было бы возможным и очень полезным, если бы, конечно, лидеры общественного мнения, то есть те люди, которые формируют общественное мнение, были бы где-то более добросовестны, сами более компетентны, прежде всего, в вопросах религии, прежде всего ислама, с одной стороны. А с другой стороны, это было бы возможным где-то, я тут хочу сказать, это может быть о нашей какой-то, ну, как сказать, недоработке. Если бы мусульмане, прежде всего, в частности, люди, обладающие знанием соответствующим об исламе, как-то могли бы, то есть мы с вами в том числе, да, прежде всего, могли бы как-то, скажем, может быть, иногда где-то и в беседах, а может быть, как-то иным образом, как-то, ну, скажем так, формировать у людей какие-то более адекватные представления об исламе и, соответственно, о том образе жизни и том мировоззрении, которое несет в себе ислам. То есть есть в этом, в этом будет польза, конечно, для обеих сторон. Как говорится, намаз мусульманина не заканчивается на коврике, да? То есть это образ жизни и соответствующее мировоззрение, объясняющее человеку его место в мире, связь со Всевышним, рассматривающее сквозь эту призму отношения человека с другими людьми, с окружающим миром. Каковы характерные, на мой взгляд,
да, в силу этого сегодня, в силу того, что, скажем так, за пределами мусульманской люди недополучают информацию об исламе, часто люди, далекие на самом деле от ислама, берут на себя смелость называть себя мусульманами, творят совершенно дела, которые совершенно несовместимы с религией, прежде всего с исламом. В частности, допустим, мы много знаем о различных, скажем так, вот та же самая Даиш, допустим, да, то есть те же самые, допустим, террористы, те же самые различные секты, скажем так, узко какие-то, скажем, замыкающиеся в узком кругу и, в общем-то, на самом деле, часто не имеющие ничего общего с исламом. Что характерно? Иногда бывает, конечно, людям со стороны не всегда просто отличить, допустим, где действительно ислам, а где псевдоислам, где те, кто называют себя мусульманами, но на самом деле не имеют к нему отношения. Я постарался выделить некоторые черты, которые, мне кажутся, характерны псевдоисламским течениям и, скажем, сектам. Вот. Ну, безусловно, это, как говорится, первое, наверное, мое, первое раздумье, скажем так, на этот счет. Может быть, я буду благодарен, если вы сделаете какие-то критические замечания или подскажете мне как-то, если я в чем-то не прав, или подскажете дополнительные какие-то факторы, скажем, характеристики. Какие я отметил характерные черты псевдоислама? Во-первых, как мне показалось, для таких течений и воззрений характерно, то есть если мы с вами говорим о том, что ислам – это мировоззрение и образ жизни, объясняющий человеку его место в мире и как бы формирующий его отношение к окружающей среде, к окружающим людям, то и объясняющий его права и обязанности, то для псевдоислама характерно преобладание прав над обязанностями. Чаще всего люди акцентируют внимание не на своих обязанностях, не на упорядочении своих отношений со Всевышним, с семьей, родственниками, другими людьми, окружающим миром и окружающим миром, а на своих правах, забывая чаще всего об обязанностях. Вторая черта. Акцент на критике окружающего мира, современного общества и указание на его несовершенство. Стремление исправить существующее положение, навязав другим людям свои представления и понятия. Соответственно, третье. Агрессивное отношение к окружающему миру. Четвертое. Тем самым постулируются некоторые фразы из Корана, хадисы, которым придается значение абсолютной истины, но в отрыве от контекста. То есть в отрыве от контекста, без толкований, без адекватного, скажем так, понимания, очень часто искажается смысл, первоначальный смысл данного понятия, или данного хадиса, или данной фразы. То есть тем самым человек придает этой фразе или этим словам то звучание, которое, ну, наверное, он хочет сам этому придать, то есть как бы искажать первоначальный смысл. Потом, что еще характерно? Это пятое. Преобладание чувств и эмоций над разумом. Невнимание к рациональным доводам. То есть отсутствие рациональных объяснений чаще всего, и рациональных аргументов, возражений. То есть невнимание к рациональным возражениям со стороны других людей, со стороны, ну, прежде всего, скажем, других людей и авторитетных источников, скажем так. Ну и еще может быть в качестве такой дополнительной, скажем, характеристики, которая как бы не может считаться, наверное, как основной. Чаще всего, как правило, такие течения и идеологии происходят чаще всего, имеют свое происхождение из-за пределов мусульманской среды, из-за пределов тех сообществ, которые традиционно исповедуют ислам, скажем так. То есть здесь, в общем-то, налицо как бы то, что они являются некими конструктами, то есть некими искусственными конструкциями, которые навязываются, внедряются, в том числе где-то с целью, может быть, с какими-то политическими или экономическими интересами, но направлены на самом деле часто могут быть против самих мусульман. Формируют о них негативное представление, когда мы имеем дело на самом деле, ну, скажем так, когда люди широкие, скажем так, широкая общественность имеет дело на самом деле с немусульманами, но отождествляет их с мусульманами. Спасибо. Ну вот это, наверное, основные черты, основные моменты, на которых я хотел акцентировать внимание. Вот. Буду благодарен за ваши, может быть, замечания, если я в чем-то оказался неправ, или, может быть, каких-то пожеланий, скажем так, дополнения.
وكلامك صحيح Все, что вы сказали, это действительно правда. لكن نحن نعاني من عدم احترام التخصص. Единственная проблема, которая сейчас современные мусульмане, это отсутствие специализированного образования. مؤسف له كل التخصصات نجدها محترمة إلا لما نصل إلى القضايا الدينية نجدها غير محترمة. Все другие профессии получают специализированное образование, доходим до шариатских наук, всех, кто хочет. يعني مثلا الطب لا يمكن أن يعالج مريض يعني إلا طبيب. Если мы берем медицину, больного может право лечить только доктор. لا أحد يتدخل غيره. Никому другому нет доступа. العمارة هذه لابد أن يتدخل مهندس. То же самое инженер, строитель, проектировщик, который строит эти здания. لا أحد يتدخل غيره. Другим нельзя. لما نأتي إلى الشريعة تجده مهندس وكما ذكرت ويتدخل في تفسير النصوص الشرعية. Доходим до религиозности. Тот же инженер, он занимается толкованием религиозных текстов. وربما تجده هو بائع في دكان ولا يحترم التخصص ويتدخل بتفسير النصوص الشرعية ولا يسمع من غيره. И то же самое, человек-бизнесмен занимается толкованием священных текстов, и еще других при этом не слушает. يعني أضرب لك مثل، أنا عندي ندوة بين المغرب والعشاء كل جمعة بين المغرب والعشاء في مسجد قازان نوري. Я приведу вам такой пример. По пятницам после Магриба до Иша я провожу уроки в Казан-Нуре, в мечети в Казани. نبدأ بنصف ساعة حديث ثم تأتي الأوراق بأسئلة وأجيب عنها. Полчаса я читаю лекцию, потом приходят письменные вопросы, на которые я отвечаю. لما نصلي المغرب المسجد كله مليان. Когда мы Магриб намаз читаем вечерний, мечеть переполнена. في نفر يعرفون هناك ندوة مجرد ما سلم الإمام قفزوا وخرجوا كأنهم يهربون من حريق. Только имам не успевает еще салям дать, эти молодые люди убегают как будто от пожара. علما بأنه يصلون بجانبي صلاتهم خطأ. Они со мной рядом намаз читают, я вижу, что намаз там читают неправильно. يرتكبون مكروهات في الصلاة. Много нарушений делают в намазе. الإمام يخطئ في القراءة لا يعرفون أن يفتحوا عليه. Когда имам запинается при чтении Корана, ни один из них не может его. لكن لا يريدون أن يسمعوا من غيره. Но зато не хотят посидеть, послушать кого-либо другого, кроме себя. يعني هذا اسمه في الشريعة الجهل المركب. То есть это абсолютное невежество. الجهل المركب هو جاهل ويعتقد نفسه أنه هو عالم. Потому что это человек, который он на самом деле является необразованным, но он считает себя ученым. فماذا تقول في هؤلاء؟ Что вы скажете о таких людях? Я, во-первых, очень благодарен профессору Сааде за его позитивную оценку моих выводов. Во-вторых, я просто то, что профессор сказал, это буквально то, что я могу сказать, что он прочитал мои мысли. Потому что последние годы я постоянно думаю о том, что у нас присваивают себе право трактовать Коран и хадисы, и религии, и ислам. Все, кто, любой, скажем, человек позволяет себе это право, и при этом оставляет за собой право порой иногда учить остальных. То есть фактически я абсолютно полностью согласен, фактически мы не имеем системы такого последовательного мусульманского образования. И это, я об этом много раз говорил на разных, скажем так, конференциях. Кроме того, скажем так, я являюсь экспертом, скажем так, периодически мое мнение, то есть как бы выслушивается, скажем так, то есть есть несколько человек, мнение которых периодически, скажем так, о текущей ситуации в городе, в республике и в стране периодически, скажем так, изучается. То есть, по крайней мере, раз в полгода, то есть, как бы я даю интервью для аппарата президента Российской Федерации, и я многократно об этом говорил, о том, что это одна из проблем российского общества, и в частности о том, что это
несет в себе, в общем-то, очень негативный эффект как для общества в целом, так и прежде всего для общества в целом. То есть нам необходимо, просто необходимо сложить систему последовательного получения мусульманского образования. Несколько лет, то есть, в частности, вот упоминалось неоднократно, в том числе на первой конференции здесь, я помню, в Акмечете, то, что у нас отсутствуют утвержденные государственные образовательные стандарты в области мусульманского образования. Если, как бы, вот, я абсолютно согласен с профессором Ас-Сади, потому что действительно у нас лечить людей допускают только доктора. Мосты будет строить только инженер. Но толковать ислам почему-то дается и высказывать свое мнение об исламе дается право всем, в том числе не имеющим к этому вообще никакого отношения, не имеющим представления вообще об исламе. А вот я думаю, в этом плане будет очень... Ислам, конечно, очень демократичен в этом плане. То есть каждый человек сам регулирует свои отношения со Всевышним. Но вот в этих вопросах, которые касаются принципиально важных вопросов для общества и вопросах толкования религиозных норм и дачи ответов на какие-то важные для общества вопросы, я думаю, здесь просто необходим некий совет, некая коллегия из людей духовно образованных, которым, ну скажем, которые вправе действительно давать фетвы, и мнение которых действительно будет признаваться как мнение мусульманского сообщества. Но чтобы это право не присваивалось кем-то другим. Спасибо Большое спасибо.